эфире специальный выпуск новостей, в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Борет Дунайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу об двух очень важных знаковых событиях, и они касаются точно совершенно, если не каждого, практически каждого жителя республики. Первое – это связь, и связь волнует всех, потому что даже если человек живет в Сыктывкаре, у него хорошая связь, то его волнует связь со своими родителями, со своими родными, друзьями, которые живут в селах, деревнях, где связь не очень. И вы знаете, что вот после каждой поездки я давал поручения, отрабатывали очень большой объем задач с Минцифрой Российской Федерации, с Ростелекомом, и появилась версия номер 2 цифрового выравнивания цифрового неравенства национального проекта. А у нас очень много населенных пунктов, от 100 до 500. И вот эта версия номер 2, это как раз по нашей просьбе, я об этом уже рассказывал, и как раз сегодня идет реализация от связи устойчивой, мобильной, сотовой и интернета, как раз вот населенные пункты от 100 до 500 жителей. Что нам удалось в этом году, я уже говорил, что мы до конца года 7 населенных пунктов еще подключаем дополнительно. Но самое, наверное, важное и самое главное, это то, что мы сегодня провели переговоры с Александром Евгеньевичем Логиновым, это директор макрорегионального филиала Северо-Запад ПАО Ростелеком, и договорились об очень важных вещах. Какие это вещи? В 2022 году, и вы помните, я тоже об этом рассказывал, что был конкурс, что мы все голосовали за наши населенные пункты, и те регионы, которые наберут большее количество голосов за свои населенные пункты, и они выходили победителями в том или ином объеме подключения по сотовой связи в 2022 году. И я вам говорил, что мы путем голосования вышли на 14 населенных пунктов. Вот сегодня мы договорились с Ростелекомом о том, что мы выйдем с дополнительной просьбой в Минцифру, и не просто с просьбой, а будем софинансировать подключение не 14 населенных пунктов, а 40 населенных пунктов. Да, это нам станет достаточно немалые деньги, 26 миллионов, но зато почти 8 тысяч домовладений в этих 40 населенных пунктах мы сможем подключить к устойчивой сотовой связи в 2022 году. И я считаю, что это огромная победа, потому что или 14 населенных пунктов, или 40. И вот сегодня мы об этом договорились, и это я с радостью этим с вами делюсь. И еще в 2022 году в 10 труднодоступных, малочисленных населенных пунктах мы повысим качество, мы вместе с Ростелекомом, качество связи. Каким образом? Сегодня вот в этих малочисленных, труднодоступных населенных пунктах мобильная связь осуществляется через спутник. Так вот, и понятно, когда спутник уходит со своей орбиты, то связи нет. Сегодня мы договорились о том, что вот в этих 10 населенных, малочисленных, подчеркиваю, это меньше 100 человек населенные пункты, Ростелеком выйдет на спутниковый канал, поменяет спутниковый канал на волоконно-оптическую линию. И по сути это будет сразу и интернет, и устойчивый, и мобильная связь. Но, конечно, уже независимо от траектории спутника, это, конечно, намного надежнее, а самое главное, дешевле. Договорились еще, что будем отрабатывать с Ростелекомом и льготный тариф. Но это еще перспектива, это еще у нас переговоры, но тем не менее, тоже такая договоренность достигнута, Ростелеком готов идти нам навстречу. То есть вот такие хорошие новости по связи, окончания этого года и 2022 год. Еще одна тоже хорошая новость, она, правда, касается Сыктывкара и именно микрорайона Орбита, но тем не менее
это так или иначе все равно касается очень многих, ну и проживающих, кто планирует туда переехать жить, потому что мы очень долго, ну, практически вот 1,5 года занимались и с городом, с застройщиком, с тем, чтобы все-таки в микрорайоне появилась амбулатория врачебная, потому что там ее не было, и это было, конечно, очень неудобно. Вот сейчас мы такую амбулаторию открыли, не просто договорились, да, а открыли такую амбулаторию. Да, пришлось в нее вложиться, то есть мы выкупили у застройщика за, в общем, приличные деньги, более 44 миллионов рублей потратили на это, но выкупили помещение, 655 квадратных метров, и сделали в этом помещении очень хорошую амбулаторию, современную, с новеньким оборудованием, это УЗИ, электрокардиография, кабинет гинеколога и процедурные, перевязочные, в общем, все, что необходимо для амбулатории. Но и на этом мы не остановимся. Да, суточная проходимость этой амбулатории 100 пациентов, ну или 100 человек. И еще мы на следующий год ставим себе еще одну задачу, открыть и выкупить еще одно помещение, сделать там амбулаторию уже для маленьких пациентов. Это задача 2022 года. Буду тоже вас об этом информировать. По эпидобстановке. За сутки мы немножко опять снизились. 287 случаев вместо 291 случая. Из этих 287 случаев у нас привитых заболело 28 человек, но при этом 24 человека лечатся амбулаторно и только 4 госпитализированы. И по умершим у нас за сутки умерло 13 человек, но среди них нет ни одного вакцинированного. Снова говорю о том, что нужно обязательно задуматься тем, кто еще в раздумье, тем более, что вы видите, что мы делаем все необходимое. И вчера, вот я вам рассказывал на штабе, ну, по сути, достаточно непросто все-таки приняли решение еще на 2 месяца пролонгировать отсрочку отстранения от работы непривитых, именно для того, чтобы все-таки у вас была возможность привиться, либо сдать анализы и получить анализ, если есть антитела, то это тоже будет допуск к работе. Но, повторяю, конечно, если нет антител, то нужно прививаться. Другого просто не нужно ждать, пока ты заболеешь, и заболеешь тяжело. По коечному фонду мы начали сокращать. И это очень хорошо, потому что мы занимаем койки, которые должны заниматься плановой медицинской помощью. Я об этом много уже говорил. Например, мы сократили очень прилично. Сегодня у нас развернуто 2270 коек. Сократили 100 коек в Ухте, в Воркуте, 10 в Усть-Выме, 10 Кнешпогост 10, Инта 20 коек. И самое главное, наверное, госпиталь ветеранов войн 40 коек, потому что просили очень много ветераны о том, чтобы все-таки госпиталь как можно быстрее заработал именно по его предназначению. По занятым койкам тоже снижаемся. Понятно, почему мы сокращаем койки, потому что мы видим тенденцию к снижению. Занятых коек у нас 1416 против 1501 вчера. По вакцинации. Вакцинируемся неплохо, но, конечно, хотелось бы лучше. На сегодняшний день провакцинировано 328 499 человек. Огромное вам спасибо за то, что вы вакцинируетесь, и те, кто вновь пришел и провакцинировался. Вакцин у нас более чем достаточно. Я вчера говорил, что у нас еще пришла вакцина, у нас сегодня более 136 тысяч доз вакцины. На этом сегодня вся информация. Всем самого доброго, берегите друг друга, соблюдайте масочный режим и все-таки принимайте решение о вакцинации. Я буду ревакцинироваться буквально, наверное, через неделю, тоже об этом расскажу. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.